Добрый день. У нас сегодня в гостях Лилия Михайловна Кацева, старший преподаватель Славянского университета, кафедра международной журналистики. Спасибо вам большое, что пришли на студию. Говорят, молодежь прямо вот повально сейчас уезжает работать за границу, утечка умов, которая всегда была и везде есть, да. Но говорят, в последнее время молодежь прямо совсем уже вот так настроилась. Как вы ощущаете это? Я ощущаю, что это обидно. Обидно по той причине, что есть действительно у нас турецкая система образования, американская, арабская, российская. И все это потихонечку подвигает людей к тому, чтобы уехать. Вот сейчас меньше стало ехать в Турцию детей. Но вместо Турции, вот турецкие лицеи выпускали раньше, и лучшие, самые сильные уезжали в Турцию. Мы лишались их. Сейчас вывозят в Россию много детей. Знаете, это хорошо, можно порадоваться за них, правда? Они едут в лучшие вузы. Да, они едут в лучшие вузы. Но республика-то остается без никого. Едут в Томск, в Новосибирск, приезжают представители и забирают лучших. Планомерно, да? Планомерно, много лет. С кем мы остаемся? Господа, мы с кем остаемся? Я считаю, что у нас на кафедре лучшие студенты. Знающие, умненькие, получившие высокий балл на ОРТ. Но это ведь лучшие из тех, которые остались. Причины оставания здесь не только в том, что они не смогли сдать, но и в том, что кого-то не отпустили родители. И это правильно, потому что вот сейчас появилась новый взгляд, по которому бакалавриат надо здесь заканчивать, а потом переезжать уже в магистратуру в другую страну, может быть. Но везде стоит вопрос про переезжать. Я не очень понимаю, куда смотрит наша власть и как вот так свободно всех отпускают. Мы с кем остаемся, господа? С кем? Американский университет, я не вижу почти выпускников американского университета, очень мало. Они все уезжают после бакалавриата. Наши уезжают очень многие в Россию. Хотя остается, должна вам сказать, много. Например, мы открыли магистратуру в дипакадемии. 4 года бакалавриата у нас, а потом они потихонечку перебираются в магистратуру туда, и уже те, кто окончил там магистратуру, они остаются и работают здесь. Хорошо было бы, конечно, чтобы Министерство иностранных дел на них посмотрело и, может быть, освоило, потому что это умы. Те, кто там заканчивает, это умы, и надо на них обратить внимание. Так же, как надо обратить внимание на тех, кто сдал ОРТ и вошел в 50 лучших. В республике ОРТ выделяет 50 лучших, 50 наиболее сильных, получивших наиболее высокий балл. Вы знаете, это так здорово. Но вот уже 15 лет существует ОРТ, и мы не знаем, какова судьба этих 50 человек. Никто не отслеживает? Нет, не отслеживают. Понимаете, вот они умы. Когда-то один начальник высокий сказал, что зачем отслеживать? Половина не заканчивает. А может быть, наоборот, им нужно помочь? Да. А может быть, кто-то из них вышел замуж и взял академ-отпуск. Но это же значит, что им нужно через год проследить, чтобы они вернулись, чтобы они не завязли, чтобы они дальше учились. То есть вот эти 50 человек – это достояние государства. И Министерство образования, конечно же, должно отслеживать эти 50 человек и, может быть, даже им помогать. А чем мотивировал этот человек, который сказал, что не надо отслеживать? Ну, потому что якобы он проследил, и оказалось, что только 50% из них оканчивают университет. Но это же не значит, что это системно. Это же не значит, что это всегда так. Даже если из них 30 будут в каких-то высоких сферах работать, в
в какой-то инженерной области, в какой-то гуманитарной области. Но это должны быть всегда люди, которым могли бы помочь. За ними должны наблюдать. Ну, бывают люди, которые вот сомневаются, да? Если в этот момент помочь, он продолжит образование? Может быть, ими должен заниматься психолог. Да. Может быть. Психолог, у которого будут полномочия помощи таким людям. Это было бы здорово. А так вот просто как-то в пустоту, да? Как будто вот, Да, они выпускают поступают. Да. Они, знаете, со своими золотыми сертификатами приходят в университеты гордо. Я буду у вас учиться. Они же не сдают экзамены, они ничего не сдают особенного. И факультеты гордятся. К нам пришел медалист. Ну, гордится. Ну, хорошо. А вдруг у этого медалиста что-то случилось? С родителями. Еще они на бюджете все. Но мало ли что происходит в жизни человека. Сегодня пришел ко мне хороший студент, он хорошо учится. И сказал, я много пропустил, потому что был на операции у отца. И это достойная причина того, чтобы сказать, ну давай догоним, давай посмотрим, что можно сделать. Может быть, и у них что-то, тем более в наше пандемическое время. Может быть, этим детям надо помочь. Вот Надо такого подумать. всестороннего какого-то... Системы в этом нет. 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 К сожалению. К сожалению. А в целом, вот как вам кажется, вот это, они программы, вот вы сказали, американский университет, турецкий, там какой-то арабский, да, и славянский ваш университет, общее все-таки есть, да, такая вот... Общее есть название. Мы все журналисты. Мы все журналисты, и, конечно, в каждом университете есть свои особенности. Мы в программе иногда зависим от Москвы, кто-то зависит от Стамбула, кто-то зависит еще от кого-то. И это естественно. Например, институт Манаса, университет Манаса, честь и хвала. Они работают на полном гособеспечении. Обеспечение они же не платят ни за что. Ни за что, они на полном гособеспечении. Значит, Там они как делится должны... это финансирование кыргызское и По-моему, турецкое? все турецкое. Всё турецкое. По-моему, все турецкое, потому что они ничего не платят, абсолютно ни за что. У нас есть и бюджет, и контракт, а у них нет такого. Все абсолютно. Ну, во всем мире образование такое... Дорогое? Во-первых, дорогое, во-вторых, обращается такое внимание, что очень хорошо поддерживается и так далее. Конечно, конечно. Во всем мире. Конечно. Школы, если взять в Европе, простые школы, средние, да. лучшие здания в городе. Да, Лучшие здания. Или вот в Стамбуле я был в университете одном у декана факультета. У него кабинет, наверное, больше, чем наша студия вот эта. Да. А в Это- Таджикистане? Таджикско-российский университет. Роскошные условия. Построено новое здание России. Вот как-то на нас меньше внимания обращают. У нас всегда остаточное... Да, вот мы это- по остаточному принципу. Да, к сожалению. К большому сожалению. Вот в таких условиях мы живем. Да. А общий вот эти уровень, сам вот лучшие уходят, а приходят какие из школы? Приходит то, что осталось. И в университеты поступает то, что осталось. Они уже со школ уезжают, да? Они после школы они сдают ОРТ, либо они сдают вступительные экзамены, либо они поступают через Россотрудничество, либо через представителей университетов. Приезжают сюда, ведь Чехия, Венгрия агитируют ехать туда учиться. И едут и в Германию, едут очень хорошие мозги. И это самое тяжелое. С каких классов начинается такой отбор? После 11. После Между 11. школой и университетом? Да. 11 класс, они уже знают, что куда. Но потом, знаете, я вижу, например, апрель весь состоит из наших студентов. Много наших Апрель телеканал? Да. Ага. Много наших студентов на Первом канале было. Сейчас как-то поменьше. Но важно, что вот наших я вижу. Я вижу Манас, университет выпускников.
Но все остальное как-то я просто не знаю. Но университет Манас дает выпускников на киргизском языке очень интересных ребят. Очень. Поэтому вот плоды вот такие получаем. Получаем очень оригинальные мысли. Знаете, есть студенты, которые абсолютно нетрадиционно мыслят. Вот сейчас я вижу детей, которые, ну, все ставят с ног на голову, когда решают ОРТ. У них настолько нетрадиционный взгляд. Просто я встаю, развожу руками и говорю, да, об этом я не подумала. И это мозги. Нетрадиционный, оригинальный взгляд на предмет – это мозги. Да. Вот был такой физик Роберт Вуд, американский. Когда ему было 5 лет, там он во дворе бросил косточку, она проросла как-то. Ему 5 лет человеку. Он посмотрел, почему она растет вверх. Он выкопал ее, побольше сделал яму, закопал, чтобы она вниз росла. Закопал, а она снова выросла вверх, потом он выкопал и очень удивлялся. Я же ее туда сделал, чтобы она росла, а она выросла сюда. Да. Вот он необычный взгляд, когда ребенок ломает игрушку, чтобы посмотреть, что там внутри, родители должны радоваться. Радоваться просто. Да бог с ней, с игрушкой, бог с ними, с деньгами потраченными. Важнее мысль, которую он вложил в это. И если он понял, как это устроено, честь ему и хвала такому ребенку. А оригинальность мысли, необычность мысли, она должна оцениваться. Она должна... Их надо холить и лелеять, таких детей. Да. Вы как отслеживаете своих выпускников? У нас есть огромный стенд выпускники. Периодически мы даже переписываемся с кем-то. Периодически приходят те, кто далеко уехал. Уехал, приезжают в Бишкек и обязательно приходят на кафедру. И рассказывают о том, где они, что они. Как же, второй дом? Второй дом. Они заканчивали, к ним хорошо относились, их любили. Второй дом. И они приходят, и мы пьем чай, и едим сухарики традиционные для кафедры. И это хорошо. Это хорошо. Это да, очень когда хорошо. связь Приезжают вот эта. из Германии, из России много приезжают. Недавно девочка приехала из Голландии. Одна приехала из Германии, девочка, и рассказала, что ей журналистика помогает, но в связи с тем, что муж у нее работал, она занимается логистикой. Да? Но это ей помогает, и она делает пиар своей компании. Да. Так что в самых разных сферах работают. У нас ведь очень необычная система набирания преподавателей. Какая? У нас очень много преподавателей на кафедре, почти все, окончившие Славянский университет. Свои. Да, и чаще всего это выпускники журфака, нашей кафедры. Потому что в процессе уже отбираются какие-то люди, уже видно, вот этот будет работать, а вот этому интересно, а вот этот необычно мыслит, а этот необычно говорит, а этот великолепно говорит. Мы же видим их. И на кафедре оставляют людей, которые умеют мыслить, умеют говорить, умеют соображать. И самое главное, им интересно. Да. В этом году оставили Габернкорн Карину, например. Ну, в общем, каждый год что-то, кого-то прибавляют. Вакансии есть, да, всегда, чтобы кого-то оставить? А знаете, вакансии ведь у нас это другая система. Вот есть маленький курсик, на тебе его, попробуй почитать. И она берет его, читает, если нравится, остается, если не нравится, уходит. У нас есть преподаватель Джапар Султанова, которая не просто осталась на кафедре, она защитила кандидатскую, и через 4,5 года она защитила докторскую. Она обожает студентов, студенты любят ее. Что еще надо? Человек, увлеченный своей профессией. У нас очень много интересных преподавателей. И, например, девочка, которая читала на перемене среди общего шума, гамма,
Камю. Да, она сидела и себе читала Камю. Я даже в тишине читаю его с трудом. А она читала. И ей предложила заведующий кафедрой место, и она пришла, и она сейчас, она защитила кандидатскую, она великолепно работает. Или преподаватель на первом курсе, на практику она поехала в Джалалабад, по-моему, Алайский рынок, где у нас? Алайский Ваше. Ваше. Значит, она поехала в Ош, и там она вела репортаж 90-е годы, представляете? Она ходила по рядам и спрашивала, как вы относитесь к русскому языку. А мы сидели с этой стороны экрана и дрожали, и боялись. Ой, боже мой, сейчас наша Амургуль что-нибудь сделают с ней. Боже мой, что будет, что будет? А Амургуль плевать на всех, простите за выражение, хотела. Она бежала по рядам и спрашивала, как вы относитесь к русскому языку. И, конечно, когда она... Да, а потом она вела шоу, большую шоу-программу для подростков на Первом канале. И когда она окончила, годик она еще поработала на телевидении, а потом она, естественно, пришла преподавать. Естественно, потому что она понимала, что вот это ее. Интересно. Да. Поэтому следующее интервью берите с нашими преподавателями, они вам расскажут что-нибудь интересное. Это будет такой цикл у вас. А вот программы какие у вас вот учебные? Учебные программы Особое или вот то, что Минобразование говорит, вот это то-то, то-то, Минобразование дает количество часов. и все. Ну, мы пишем всякие бумажки, красивые отчеты, все, какие-то планы красиво. Но естественно, что каждый идет со своим, со своими наработками, со своей душой, со своими знаниями, с тем, что мы узнали и что мы услышали. Вот это важно. Да? Более-менее так свободно, да? Вот такого жесткого такого прямо Нет. вот то на это столько Нет. часов, на это столько Нет, часов. количество часов сохраняется. Но в эти часы ты должен вставить, ну, как в школе, вставить то, что ты знаешь, и что ты считаешь нужным, и что поможет стать вот этому человеку журналистом. Знаете, говорят, что журналиста, ну, невозможно научить. Как ты научишь человека писать? Оказывается, Учат? количество, Учат? да, количество переходит в качество. Да. И когда, да, 4 года человек учится писать, говорить, двигаться в конце концов, все получается. Все случается журналист. Да, и это здорово. Со школой как связь? Со школой, господа, я призываю всех идти на кафедру журналистики, 11 класс. Наверное, этого нельзя было говорить. Нет, нормально. Но со школой именно такая связь. Наши первые курсы берут направление, идут в свои школы и рассказывают, как им Откуда учатся. они сами, да? Да. Мгм. Рассказывают, как им учатся у нас. И это есть вот такая связь. И есть связь, когда кого-то из нас приглашают в школы лекции читать. И когда есть дни открытых дверей, приходят родители, смотрят, куда мы берем. Но сказать, что очень тесно все это налажено, я не могу сказать, что вот мы обращаемся просто вот лицом к школе и говорим, вот как, дай Бог нам успеть со студентами. А таких подшефных каких-то нету, да? таких Подшефных колледжей? были. Мгм. В 12-й школе раньше у нас был класс журналистики, и раз в неделю дети приходили в университет, они были такие важные, они были такие серьезные, гордые тем, что они пришли, они еще не поступили, но они уже учатся в университете. Это давало 30%, наверное, детей, которые поступали к нам, и все остальные поступали на различные гуманитарные специальности, что тоже было неплохо. Участвовали в этом 12-я, 24-я и 67-я школа. Вот такая связь была. Но она тоже как-то потихоньку сошла. Она нет сейчас. Не знаю почему. Меняются директора, меняются взгляды, меняется все. Знаете, ведь действительно меняется взгляд на образование. Сегодня утром я слышала репортаж о том, что открыли школу
как это было когда-то, для мальчиков отдельно, отдельно для девочек. Сегодня даже профессор, которая давала потом интервью, не могла сказать, хорошо это или плохо. Но вот те эксперименты, которые мы проводим все время над детьми, я не знаю, насколько они оправданы. Потому что, вы помните, мы с вами учили в университете, как Владимир Ильич говорил, мы должны взять из старой школы все лучшее, что в ней было. Ну вот лучшим было раздельное обучение, может быть. Может быть. Но у нас же уже пробовали раздельное обучение. И правильно сказала профессор, что важнее для нас сегодня умение общаться, умение социальная адаптивность, умение войти в среду, умение взаимодействовать с этой средой. А в этой среде и мальчики, и девочки. Может быть, если мы их разделим, да, то что-то будет другое и по отношению ко всяким извращениям, которые у нас сейчас есть, и по отношению к взаимодействию, когда общение с девочкой станет радостью. У любого процесса есть две стороны. И У вот некоторых в Англии и Великобритании есть частные школы, которые там раздельно разделены прямо. Да. Ну, не знаю. У нас ведь все немножечко, знаете, вот спонтанно и немножко с перегибом. Всегда у нас была великолепная практика школ для детей с недоразвитием умственным. Школы для детей с нарушениями слуха, нарушениями зрения. Нарушения слуха и зрения, по-моему, остались школы. А вот с нарушением интеллекта есть проблемы, потому что сейчас вводится термин «инклюзивное образование». Я когда-то была на большом семинаре, и нам рассказывали о том, что книги выходили по этому поводу, что есть такие вальфдорфские школы в Германии, в которой работают действительно по совершенно особой системе. И действительно учатся и дети с нарушением интеллекта, и дети с нормой интеллекта. И как-то так получается, у них есть такая методика, что они к концу обучения как-то так больше знают, чем дети в массовых школах. Вот, может быть, стоило изучить эту систему, прежде чем во все школы. Но у нас есть такие школы тоже. Вальфдорфские? Да. Да? Может быть. Ну, одна, Нет. по-моему. Я знаю. Вы про школу Шеллики? Наверное. Нет, Нет? школа нет. Там- Если это Шеллики школа, это особая школа. Нет. И мало там учатся, да? Нет, там Людей. дети с нарушением самообслуживания, дети с нарушением, тяжелым нарушением интеллекта. Нет, не знаю школу вальдорфскую у нас, но важно, что я когда-то год как психолог работала в школе, массовой, в обычной школе. И туда привели ребенка с церебральным параличом. И к этому не готовы были ни родители, ни дети. Дети же жестокие, они немножко его толкали на перемене. Но с ним была мама. И учитель, который вел уроки, она выдержала 2 недели. Потому что она говорит, как? Вот у меня все время сидит взрослый человек на уроке. Это же нагрузка тяжелая. И родители в итоге тоже взбунтовались. Он отвлекает, он мешает, ему нужно на уроке все время в туалет, есть какие-то проблемы. Прежде чем вот это вводить, нужно как-то или особые школы открывать, или предупреждать родителей, что вы идете в школу, где будут вот такие дети. Готовить учителей для таких классов. Ну, нельзя вдруг с бухты-барахты внедрить инклюзивное образование. Ну, нельзя. То есть у нас где-то... Ну, не во всех школах же. По-моему, потихоньку во все решили Да. вводить. А как дистанционное обучение? А Повлияло на дистанционное, знаете, это трагедия. Это наша маленькая трагедия. Когда я вела первый урок дистанционно, и вдруг девочка с экрана исчезла, выходит,
И у нее стоит чашка с кофе. Я говорю, завтракайте. Она совершенно спокойно мне отвечает, да. Я растерялась. Потому что, а что делать? Вот она завтракает, действительно, она у себя дома. Как мне быть? В итоге я поняла, что все нормально. Потом на экран вышел дедушка, который сказал, мне очень интересно то, что вы рассказываете. То есть мы попали в совершенно новую ситуацию. Как с этой ситуацией быть? Что делать? Говорить, дедушка, уйдите, посадите внука? Что мне делать с дедушкой? В общем, ситуация крайне нетрадиционная оказалась. И вот сейчас, к концу года, мы как-то немножечко привыкаем к ней. Мы привыкаем, мы говорим так, списки, быстренько, то, чего раньше не делали. Кто пришел на урок, кто не пришел. И по количеству явившихся мы тоже потом оцениваем. Если ты у меня не был на уроках, то прости, как? Если ты прятался за экраном, то как? Стали больше давать письменных заданий. Но это ведь, знаете, это не просто усложняет работу учителя. Это делает ее просто невыносимой. Потому что они мне на телефон присылают море выполненных заданий. А как еще? А куда? Прийти, принести работу они не могут. Распечатать не всегда могут. А куда они мне ее могут прислать? На почту или на WhatsApp? И оказывается, что наш педагог сейчас, в первое время говорили, что надо уменьшить зарплату учителя. А что он сидит дома и читает лекции? Но я же читаю эту лекцию, я же так же точно 3 часа сижу и работаю. Я не отвлекаюсь, я не хожу за кофе, я не завтракаю, не ужинаю, если нужно. Это первое. И я традиционно читаю лекции, а потом я должна еще сесть и проверить вот эти все письменные работы. И там, где они могли бы отвечать устно, они присылают письменные работы. Работа учителя катастрофически усложнилась. И нам не то, что не платят за эти письменные работы, вообще даже, по-моему, и не подозревают, что мы их выполняем. Я не знаю, администрация никогда, по-моему, не спрашивала, а как это происходит у вас? Не знаю. В голову никому не приходит. Да, такой случай. Да. Вдруг свалился на наши головы. Особый случай должен и особенно оплачиваться. А у нас одна только мысль, как бы сделать их зарплату поменьше. Да. Потом смотрите, у нас же повышают зарплату воспитателям детских садов, учителям школ, средних учебных заведений. И ни разу не повышали за это время преподавателям вузов. Даже не говорят на эту тему. Мы просто где-то в стороне стоим, и все. Зарплаты крошечные. Крошечные. Если профессор одного из вузов получает 16 тысяч. Ну, что можно спросить человека, который получает 16 тысяч? Профессор. Он защищался, он работал, он занимался научной работой. Получает 16 тысяч. Да. Я вот первый раз столкнулся, когда здесь в университете мы учились, а потом я попал в МГУ, и там профессор, у него было 2 пары в неделю. Да. Конечно, можно хорошо подготовиться, хорошо провести все. А у нас здесь люди прямо на ногах. Чуть ли не каждый день по 2 пары. Очень большие нагрузки. Очень большие, да. И у профессуры, и у преподавателей вузов, а зарплаты просто очень маленькие. Да. У нас осталось буквально 2 минуты. Вот что вам кажется, надо сделать, чтобы образование наше, кроме утечки мозгов? Знаете как? Нужно просто вспомнить, что в 1600 году великий Ян Амос Каменский создал великую дидактику. И вот эта самая великая дидактика, она нас учила, как учить всех и всему.
Вот слово «дидактика» мы стали забывать. Учить всех и всему. Вы знаете, я специально вот взяла 2 листочка, и эти 2 листочка просто потрясающие, потому что он уже тогда рассказал. И сколько минут должен идти урок? 45. А мы сейчас уменьшили до 40. И какой должен быть отпуск учителя? Он регламентировал все. Сколько уроков в день должно быть у школьника. Вот каждое движение. Например, вот главы его книги, например, такие. Основой преобразования школ является точный порядок во всем. Основы легкости обучения и учения, основы прочности обучения и учения. Вы знаете, я каждый раз потрясаюсь, когда открываю Каменского. И я думаю, что надо его вспомнить, потому что основу воспитания, основу вообще государства составляет образование и воспитание юношей. И это взгляд Каменского и Пифагора. Да? Пифагор тоже об этом говорил. Да, люди, ну, уже тогда все это было, иногда думаешь, почему сейчас это не пишут, а потому что все давно написано, уже там за столетия Просто до надо нас. вспомнить, Да. надо помнить о том, что были такие люди, которые нам все-все-все описали. Не надо ничего менять очень сильно. Пожалуйста, вот чего-то придерживайтесь и подумайте, как сделать легким обучение, как сделать его прочным. И все будет красиво. Спасибо вам большое. У нас и время как раз вышло. У нас в гостях была Лилия Михайловна Кацева, старший преподаватель Славянского университета, кафедра международной журналистики. Спасибо большое. До свидания. И вам спасибо.